ребята. Так интересно было. Сейчас небольшая стая с маленькой стаей, в общем, воединились и пошли на юга. Прикольно было. Все, скоро зима. Лебедь пошел. Ладно, поработать надо немножко. Так, друзья, ну что, все. Подсобрал тут в окрестности какие-то дрова. Вот. Ну, этот пляж чистят. Здесь весной ходят тонями, в общем. Даже мужикам добро сделал, в общем. Коряги какие-никакие там нашел. Потому что тут на ветродуе, конечно, дрова лететь будут капитально. А ночью без дров плохие дела. Чаечек спасает. Согреваюсь, уже одел бушлат. Уже во влисочке холодноватенько. Да ветер, зараза, блин. Ветра бы не было, было хорошо бы. Время 3:30. Через час будет полностью темно. Надо еще сделать рогатину под фонарь. И в принципе все, ребят, начинать рыбачить. Вот это приключение, вот это мне нравится, ребята. Хрен пойми, где нахожусь. Буду верить в эти пески. Дай бог, мы здесь возьмем кабанчика. Даже, знаете, много не надо, просто 1-2 таких кило плюс. Вообще было бы круто. На лиме-то душа больная. Надо же, ребят, надо же его взять. Ё-моё, зима на носу. О! Чаек бомбезно. Так, носочки тоже, наверное, приодену. Как говорится, ноги в тепле, голова в холоде. И все будет ништяк. Ну, вроде как будто и плотва перестала. А то звенела просто труба страшная. А не, вон, что-то дергает. Ну, уже к вечеру уже
к сумеркам я уже заряжусь. Может, лещ выйдет, хрен знает. Юриста сказал, рыбка есть, Андрюх. Попасть только в нее надо. Донками не рыбачат. Ну, вот. Посмотрим. Посмотрим, поглядим. Да, конечно, на пустыре такое себе. В кустах где-то на травушке поваляться. Совсем другое дело. Ну, пляж, конечно, огромный, я охренею. Вот это пляж. Сюда самолет можно посадить нахрен. Что-то кто-то тут шевельнул вроде. Окуньки, наверное, опять. Полосатый окунек. Окунишка, окунишка. Беги, засранец. Опа. Ловись, рыбка. Большая и еще больше. Маленькая нам не нужна. Ну что, темнеет. И закинул. Полностью все объедено вообще. В общем, мне вот эта донка первая нравится, последняя нравится. Вообще прям там в какие-то я бровки попал. Прям они прям нравятся. Вот. Скоро парни должны приехать. Они на избе дела сделали. Вот. Только перезабросил, вот долбит. Какая-то мелочь опять. Не дает пока. Он тырк-тырк, тырк-тырк. Тырк-тырк. Понятно, пока ночь не наступит, бесполезно. Миногу не хочу кидать, потому что вон окуни ходят, они ее раздолбят. А мне ее немного, жалко. Я уже ближе к делу подкину, а там поглядим. Дождь моросит, зараза. Ну и пасмурно сегодня, потемнеет пораньше, походу. Такие дела. Поклевочка, ребята. Че, окунек, что ли, опять? Подсела, наверное, уже. Блин, фонарик надо уже. Не видать. Темнеет махом, блин. Ага, что-то там дергает. Опа, рыба, ребята. Да ладно. О, хорошая. Блин, я сказал, ребята, вот это первая, которая, блин, будет так непонятно.
Водит как налим. Паровозом идет, блин. Ну да. Неужели я его дождался, ребята? Блин. Там еще далеко же кидаю, пока допрешь. Давай, 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 давай. Вообще не хочет идти. Ой, колом стоит. Ё-моё. Кто хапанул там, блин? Может, щука взяла. Ух ты, ребята. Что-то непонятное. Не знаю, фонарик. Фонарик я не взял. Надеюсь, я допру. Хотя бы увидеть, кто это. Кто это, кто это, кто это? Братва, это налим. Сука! И взял я его, падла. На меня пошел. Блять, хороший. Ёп, макарек. Давай, брат. Ну тихо, 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 тихо. Хорош, хорош. Ёп. Есть, 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 есть. Собака серая. А за краешек-то сидит. Ё-моё. Звенит-то как не звенит, как не свой, блин. Вот это кабанчик, а? Хорош, бродяга. Фух. Есть, блядь. Братва, извиняюсь за маты. На эмоциях я просто. Я сказал, вот это первое, мне бровка, блядь, нравится. Вышли, что ли, хулиганы? Не знаю, на червя взял, ребят, или на чё. Ну, хорошо шел. 35-й поводки-то. Фу, бля. Победа. Все. Отлично. Я взял своего. Фу, бля. Ребята, я взял его. А? Такой под цвет моих штанов. Хороший кабанчик. Белый, песчаный. Блин, не знаю, на червя взял и может какой-то окунек подсел. Ну вот он, ребята. А за кем я ехал? За таким добрячком. Сейчас завешу. Так, сколько он тянет у нас? Сколько он тянет, потянет. Блин, руки трясутся. Адреналинчик. Я сразу понял, что там что-то нормальное. Сейчас, ребят, настрою все это дело. 3,255, ребята. 3,255. Огонь. Это огонь. Фу. 3,255. Давно таких не ловил, ребята. Вот где налим-то. И главное клюет, так знаете, дзын-дзын. Как мелочь, я что-то внимания не обращаю даже. Дзын-дзын, дзын-дзын. Ну, пойду кину. Что-то надоело, извините. Соп. А там кабан. Охренеть. Да вы сами видели, как он клювал, я же стоял тут. Блин, у меня ими много есть. Класс. Пока на червя. Потом посмотрим. Ну вон сумерки еще, ребятки. А он вышел, хапнул. Еще далеко кидаешь. Как я его утащил-то, а? На наутилус, на мягенький. Ой. Песня, сказка, я просто сказал. Ладно. Давай-ка мы еще одного. Да все.
ребят, я взял трофей. По налиму это трофей для меня. Так что класс. Блин, а? На закидушечку-то приятненько. Но я сразу понял, утюгом идет, он хвост выпирает. И, короче, а потом здесь вообще на меня пошел. Фух, ну на эмоциях я, ребятки, а. Фух. Стоило мне все-таки приехать сюда. И сомневался я на этом меляке. Но вот это у меня там какая-то коса там какая-то. И все четко получилось, блин. Так. Опа. Проверяем следующую. Кстати, тоже что-то звенело, когда я там был. Какая-то рыба вроде, ребят. Это тоже звенело, когда я там был. С тем налимом, когда она подзвякивала. Это у нас окуни. Окуньки на окуньки. Я вот просто думаю, может, все-таки он тот налим взял на окуня. Как-то. Да, хотя за губу был сидела. Окунь бы заглотил. Окунь бы заглотил. А там за губу, значит, на червя хапанул змеюга, блин, а. Опять дождь пошел. Это морось самая хреновая, блин. Она затянет. Но уже можно пожирнее насаживать. Раз налимчики ползают. Вот тот слав мне понравился сразу. Пачки. Вот так. Натяжечку стараюсь. Тут где-то калашматит, ребята. Что за хрень-то, а? Стемнело, думал успокоиться, наоборот, блин. Где калашматит у нас? Не видно. А долбит так уверенно. Не то, что это сорога-то. Трык-трык, трык-трык. Че, вы серьезно, блин? Я сейчас миногу посажу. Все звенит просто, ребят. Просто звенит все. Какая-то лупит, ребята. Костерок распалил. Дождь прошел такой. Все сырое. Вот это что-то вроде. Ага. Ага. Что-то, ребята. Берем. Опа. Ага. Это есть. Она не крупная. Это есть. Что-то непонятно, что за вообще рыба. А, бродяга. Смотрите, ребят, грязный. Стоит. Да тихо, ты что тут сейчас начудишь мне?
Ну тихо, 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 брат, тихо, 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 все уже. Уже домой, жареных. Что-то накрутил тут мне, навыделался. Стоит, ребята. Ух, вообще капитально. Хорошо, засекся. Ну, видно, понятно было, что налим уже. Ну, хорошая рыбка какая-то. Смотрите, ребята, видите? О, даже не отмывается. Это называется то, что налим стоит. И вот он тронулся, зашевелился. Вон, видите? Он просто ко дну прилипший был. У него даже плавник, он весь грязный. Все, он, плавники грязные. Это не отмывается. Он стоял на дне прилипший. И вот попер. Шнурок, конечно, хрен знает. Можете отпустить такого, ребятки. Как вы думаете? Ну, раз такие кабаны есть, наверное, отпустим, да? Ну, налим стоит, видите? Вот, доказательство. Давай, иди. Деда зови такого же. Вот такой нормальненький пойдет. У нас на реке такие нормально уже клюют. Фух. Так, огонь. Есть, ребята. Походу нормально. Ё-моё. Вот это да. Что-то звенело тут. О, загулял. Нормально. Пойдет. Пойдет, ребята. Тоже за губу в аккурат. Что, где есть, он там есть, ребята. 800 грамм. На червя, классика жанра. Огонь, блин. Ну вот, ребятки, видите, все сами. Не успело потемнеть и попер. Начал с бонуса, блин. Просто, я говорю, он есть. Его можно ловить. Как мы раньше ловили. Вот так же вот было. Бегаешь, не успеваешь. С пацанами, помню, там звенит, там звенит. Вот так рыбалка была раньше у нас. У нас просто его не стало. Вот и все. А такие бонусы 3 плюс, это хороший налим, ребят. Это достойно будет. Это вот я бегаю тут, грубо говоря, 6 донок, блин. А если в 10 там ставить, с ума сойдешь. Парни, интересно, рыбку, наверное, тоже ловят. У них своя движуха. Ну, потом посмотрим. Так, надо те проверить. Да угомониться, что-то я уже устал бегать. Похрену дождь, снег. Когда клюет, и там хрен и спать не нужный. Некогда просто. Фух.
какая-то поклевка здесь. Ну, походу ребята едут. Ага. Гости едут. Маякуем. Я как бы тут прогал сделал специально, чтобы пацаны швартовались. И все ништяк. Ой, видали? Чего? Настоящие мужики не дают замерзнуть. Привет, подшипники. Ой, тьфу ты, подписчики. Да. О, хорошие дрова. Да, Юрец. мы постарались, Андрюха. Молодцы. Леха грешным делом говорит, блядь, не дай бог, Андрюха замерзнет, пизда нахуй, узнает на полстраны, блядь. Говорит, нахуй, лучше привезти дров. Нормально. Так. Мужики классные под рыбу. Герма не текут. Охуенские, базара нет. О, так это налимы там у тебя? Ох, нихуя себе, блядь, там, слушай, блядь, нормальные кисеночки, ё. Вау! Красота. Андрюха, зачет, блядь, смотри, Макса какая. Блядь, охуенно. Слушай, мелкий, короче, Слушай, мелкий братец, поймал. нихуя. Слышишь? Хороший, блядь, да? Андрюха, когда ты последний раз таких ловил? Давно не ловил. Мелких поймал, у них пузо, прикинь, грязно, они стоят. Они стоят они. Вот сейчас они должны шевелиться. Вот это тоже съедобный, бля, это вот, хорошенький. Вот у нас такие. Съедобный, но. Ну, съедобный этот. А вот тот-то там вообще, блядь, душа. Душа, да. О, кушок, плотва, огонь. Рыба есть, блин. Когда она есть, она есть. Лег сыр, надо бить все это. Надо хлеб. Я хлеб вообще не ем. Хлеб не ешь? Бля. Ага. На рыбалке. Беляши зато ебашек какая-то. Ну, блядь, беляши не хлеб, нахуй. Ну, дровами четко, да, я тут по пляжу подходил, там корень, там этот притарабанил. Какой-то А мы корень. что-то подумали, это Леха говорит, блядь, хули, Все тут собрал. сидеть вот это. еще долго, нахуй, хули мы, говорит, там привезли. Но эти дрова долго будут гореть. Ну, видишь, надо что-то подкидывать все равно. Ну да, чем Да. крупнее дрова, тем лучше. А в середину он кинул еще одну, и все, он, блядь, как это, как на дьявол. Как на дьявола. Малолетний, блядь. Ну этот-то можно взять. Вон, видишь, тоже пузо. Слышь, этот, не, это чистый. Нет, пузо, А, видишь? да, вон в какой-то ржавчине. Видишь? А, на той стороне стоит. Они стоят, На видишь? той стороне стоит. Этого ты можешь брать, на. Я думаю, не? Да, это пойдет жареных, да. Ну да, этот можно пожарить. Видишь, пузо Угу. даже Да, не отмывается, грязный. грязное. На той стороне такое дно. На том берегу. Вот они стоят, только поперли лазить, бля. Попробуй, Андрюха, блядь, лягушек, попробуй это. Ну можешь туда, дальше. Да вот сюда может. Смотри, провисло. Вообще провисло, смотри. О, я в натяг делаю. Может и сиди тут. Да? Сидит? Ага. Опять пиздюк мелкий, наверное, да? А, небольшой. Вот там гремит, Ну, слушай, тут правее гремит. тоже гремит, да? Да. Налим. Налим. Ебать, уже сколько налимов ты сегодня поймал, Андрей? Базара нет, мелочи дохуя, но Тоже грязный, смотри. слушай, ну блядь, ну этого тоже, ну этого нет, наверное, можно отпускать. Что-то тут замотал, блин, зараза. Бля, значит крупный тоже здесь будет ползать. Ай, заглотил, еба. Это да. Придется брать его, нахуй. Ну там, да, без вариантов. Так, ребятки, ну что, я переставляю. Нашел тут эту бровку, блин, она тут долбит. Пока парни со мной тут кушают, уже штук 5, наверное, поймал. Еще один там звенит. Короче, вот тут свальчик отличный. С оттуда перетащу сейчас все сюда закидушки, повеселее будут. Пока
Пока на червя. Потом бахнем миногу. О, качает, качает. Видишь, качает как. О, Ну, полезки. налим сидит. Я посмотрю. Да, мел небольшой, но есть. Вон он, смотри. Сидит, ну. Опять пиздец мелкий походу. Ну мелкого налима много здесь вообще, блядь. Да, они, блядь, есть. Крупные Сидит. нахуй выскакивают. Сидит, да? Да. Ой, неплохой вроде. Смотри, дергается так. О, О, нихуя себе. пойдет. Я думаю, это на жареху на. Конечно. Ага. Не, мелкий идет. Мелкий, мелкий. А, не, ёпта, или язь, нахуй, язь. Язь, ёпта, язь, охуенно, язь, нихуя хороший. Отойди, язь. отойди от камеры. Слышь, язь-то охуенный. Заглотил, смотри. Слышь, а это не язь, голова, нет, язь. Ясь. Ахуй, на червя? На червя. Миногу ставь, миногу ставь, Слушай, миногу. грамм такой 600-700, да? 600-700, да, Да. хороший, бля. Хороший. Вообще хороший язь. О, красавчик. А, блядь, клево, слышь, ну не, блядь, не характерно для язя так клевать, как он сейчас клевал. Ты видел? Ясь обычно, тем более такой, нахуй, он должен, блядь, ебать удочку, как Так, ебать. смотри в шахте. Интересно. Охуенно. Там далеко вообще. Я тебе говорил, что рыба есть. Рыбка есть. Есть. Отлично. Добрячок. Андрюха, я тебя поздравляю. Круто. Ну какой. Давай, Рыбалочка, да, Лёх? Рыбавка в сумку. Нет. Лямки бы не порвались. Потом скажут, куда вы меня привезли. Красавчик, да. Так, друзья, ну что, добрый вечер. Пока ребята гостили тут, какая-то рыбалка была. Ну, сами видели, что-то у меня камера, короче, кнопка заедает, ребят, не знаю, как снимать, не включается, в общем. Вот. Пацаны погостили, покушали здесь, перекусили. Так, сало, колбаска, хлебушек там, чаек, 100 грамм выпили. Парни дров привезли мне. Пацаны молодцы, переживают, что я тут подмерзну. Вот. Ну, в общем, что, блин, ребят, налимчиков очень много. Вот опять какой-то вроде клюет. Пацаны поехали рыбачить, заниматься своими делами. Идет морось такая, знаете, неприятная. А так у меня здесь по кайфу. Самое что интересно, напротив, ребята, напротив у меня конкуренты, короче. Там хорошее место, хорошая яма, куда я хотел встать. Когда мне ребята сюда везли, они говорили, вот есть место, где налима рыбачим. Нет, местные рыбачат. Вот, и типа можешь там встать. Ну, я посмотрел и что-то думаю, блин, все-таки с песка попроще как-то и на меляк получше кидать, чем в яму. К концу приезжает машина, там как-то дорога походу проходит. И ребята там 2 человека стоят. Прям напротив. Ну, потому что место хорошее. Ну что, в принципе, неплохо. Сейчас попался ясь. Много налимчиков, много, конечно, отпускаю. Что-то не снимал вообще. Ну, взял там, наверное, вот один у нас трешник. Там грамм 800 и 2 там небольших забрал, потому что глотают. Как бы изек сейчас попался. Вот такие дела. В общем, сейчас хочу, ребят, делать эксперименты. Перетаскиваю донки туда, в тот угол. Потому что там что-то все молчит. Как ни крути. Перетащу туда все донки, разбросаю в том углу. Вот. И будем бросать на миногу.
Поехали. Даже ночью, ребята, здесь клюет сорога. Я в шоке. Так, что-то тут брянкает. Тут, на эту, кстати, я поймал налима, ребята, крупного. Попробуем, может, на нее миножку подвесить. Мелочь, потому что не дает. Дождь херачит, моросит. Морось такая неприятная. Так, ну что, попробуем, ребята. Попробуем мы поставить. О, какие тут у нас дела. Так. Так. И под спиночку вот сюда. Главное, чтобы крючки, ребята, были острые. Блин, кровь пошла. Давно уже не рыбачил. Отвык, блин. Так, оранжевая рогатулька. Запомнили? Поехали. Вот так вот. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Андрюха, тихо, тихо, тихо. Бороду нам не надо. Блин, намотал тут. Накрутил. Вот так вот. Вот так вот. Ну, постоит. Посмотрим часик. Там донки стоят. Кстати, надо на дальней сходить. Не знаю, может там клювало что-то. Опа. Какая-то рыба, ребята. Что ли? Походу, налимчик опять не крупный. Опа. Да ладно. Я в шоке, блин. Ребята, видали, кого поймал? Охренеть. Я в шоке.
такая мадемуазель на черве. Жесть. Давай. Красотка, блин. Жесть. Вот он, ребята, и червь. Ну, сейчас минутку повтыкаю. Посмотрю, будет ли работать вообще. Может, сегодня вот как раз в аттракционе червь. У меня такие они здесь небольшие. Видите, как круто смотрится. Курнулся, попалась. Не в размер. Покрупнее бы была. Взяли бы на уху. Парни говорят, их тут много. Смотри, говорит, может попасться. Такие дела, ребята. Донка вся в провисе. Хрен знает. Леска висит вся. Вот эта бровочка, да? Интересная. Нет, здесь никого нету. Течения здесь вообще практически нету. Такой полив. Тут надо немножко поставим тоже. Все полностью съедено, блин. Ну как так-то ночью-то? Ё-моё. Тоже немножечко поставим. А потом поглядим. Так, у меня там оранжевая и здесь крайняя, да? Опа. Сейчас может на немного тут хорошая рыба залететь. И судак. И стерлядь мощная может взять. Да все что угодно. Главное, чтобы щука не было. Щука нам не надо. Какой-то закинул, блин. Еще хрен поймешь. Темно, блин. Ё-моё. Фу, ребят, замотался уже, что-то ноги гудят. Находился сегодня. Конечно, тяжеловато заезжать вот так с утра, блин, грубо говоря. Потому что все-таки видели, ну нечего днем делать. Вот мелочь какая-то клюет. Вот только сумерки начали, все, налим попер. Какая-то рыба начала шевелиться. Днем просто на лиме рыбалки днем она бесполезна. Вон ребята вообще в 8 приехали. И слышу, сейчас они там разговаривают и говорят, что типа ну что-то говорит как-то, ну, там перезабросил, что-то ничего, говорит, там вроде. Так он вечером выходил. Он вышел в сумерки, блин, ё-моё. Сейчас какая-то вот пауза. Так что тут непонятно, ребята. И вот почему надо стоять. Соответственно, 9:30. Только 9:30. Сейчас он может в 11 выскочить. Опять какой-то час вот этот пик будет. Но я с этого края все снес туда. Пускай там все стоит. Все-таки там какое-то шевеление. Опять ветер раздувается, опять сейчас дождь будет. Такие дела. Не, кайф, конечно. Можно рыбачить, можно ловить. Прибейка есть. Река реально не пустая. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь.
Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Вот это костерок, ребята, как Надья. Кстати, может, многие не знают, это из 3 больших баллонов делается в 2-3 метра костер. И, в принципе, вот такой костер может гореть всю ночь, и ты спокойно можешь спать. Только надо делать стенку. Получается, от стенки отражает, и даже зимой можно переночевать. Шикарный костер. Когда-нибудь заеду в Бор, может, если будет хорошая сушина такая в диаметре сантиметров 25, то обязательно сделаю и попробую переночевать возле нее. Крутая вещь. Мороки, конечно, много с ней, ну а так, когда ты ее запалишь, потом она дает вещь. Но правда потом весь чумазый, весь вонючий, копченый. Ну, зато можно переночевать, сделать стенку, лежак. Как-нибудь заморочусь, наверное. Что-то самому охота. Пойду, наверное, перезаброшусь, посмотрю, как обстановка. Пока ходил туда-сюда, ребята там, не знаю, где они там. Рыбачат. Что-то провис какой-то, блин, вроде в натяжку ставлю. Вот видите, уже обратка идет, ребята. Коса такая. Тут, кстати, у меня минога стоит. Да не должно ничего, походу. Не знаю. Хотя, может, лазил, может, кто и бахнул. Есть. На миногу, ребята. Вот он, красавец, на миногу, ребята. Вот
Вот он немножко не побрезговал. Все ништяк, все работает. Миноги хана. Вот взял на миногу. Я смотрю, что-то провис какой-то. Так она и живая еще. Такой жаренок. Хе-хе-хе. А на червя, ребята, подлещик хапанул. Блин, на одной точке вся рыба стоит. Налим, стерлядь, есть. Подлещик. Жесть, окунь. Ребята, при мне бахнула рыба. Тут минога у меня стоит. Я еще до нее не дошел. Только-только влупил. Охренеть, берем. Походу тоже налим. Опять грязно, ребята. Опять грязно налим. Только-только выпил. Тоже на миногу. Я 2 штуки ставил. Блин, захавал-то, смотри как. Он уже как. Уже там было. Видите, какой грязный. Он стоит. Охренеть. Еще один. Кстати, ребят, смотрите. Рано у него. Кто-то его хапал.
Чё, братцы, чё, за один проход 2 налимчика, 2. Ну, налимчики такие, не мелкие, ну, едовые такие, знаешь, жаренькие. Вкусные. Самое то, но у них все пузо грязное, они все стоят. Стоят, ребята, в яме. Не на песке, а именно где-то на грунте. Вот этот, как глина. Вот они только выходить начали. То бишь рыбалка здесь еще будет. Ух, какая. Я не знаю, я уже подловил, ребят. Ясь, крупный налим там 3 плюс уже. Ну и таких там 800 там парочку. Ну таких 400-500, наверное. Не знаю там сколько я взял уже. Стелядочку отпустил там. Ну, в общем, понятно. Просто куда еще больше-то, ребят, я не знаю. Она клюет и клюет. Вон миноги, сейчас 2 миноги и 2 налима. Как бы, ну, план выполнен вообще. Наглеть тоже не стоит. Парни, в общем, дела доделывают. Они на реке до 12. И, в принципе, спать. А на избу поедут. А я как бы хотел до 2 до 3 посидеть. Ну, с таким расчетом просто я не вижу смысла. Зарядежу все, что есть на миногу, на лягушек. Потому что подлещики он объедают. Как бы подлещик не интересен. Вот. Что у меня тут их 6 штучек-то всего. Те пускай стоят. Там зарядил, лягушка там 2 штуки. Все, что есть в миногу. И с парнями, наверное, тоже пойду. Но они сейчас приедут. Рыбкой не подловили тоже. Довольные. Ну, рыбку хорошо поймали. Вот. Так что, как бы, говорит, мы план твой выполнили. Ты как, Андрюха? Я говорю, да я не знаю. Я говорю, тоже план выполнил. В принципе, все, огонь. Так что я не вижу смысла, ребят, сидеть. Просто сидеть-то я могу, но просто пацанов конетелик потом не хочу, чтобы они потом за мной ехали. А поспать по-любому надо. Ну, до утра тут сидеть тоже такое. В избе спокойно покушаем. Как бы так, я думаю. Да и устал я уже, ребят. Я с утра здесь на реке, мы шли с утра. Вот. Как бы я уже тоже подутомился. Так, порядком. Поедем в избу спокойно. Утром встанем. Потому что нам домой с утра ехать надо. А так бы на пару дней, да, здесь бы можно было закайфовать. Как-то так. Мне кажется, и продольники, и все будет работать. Донки, на 6 донок, вот рыбалка, в принципе, огонь. Я доволен, вообще оторвался от души и поймал бонуса. Прям вообще атрофировался. Давно уже таких не ловил. Давно. Последний раз, наверное, мы ловили. Серега с Кирова приезжал, мы зимой поймали на 4 килограмма зимой, весной. На жерлицу я поймал 3 года назад. Так все потом там около 2 там был у меня, полторашник. Ну это как бы, ну, вот рыбалка на налима, когда он есть, ребята. Когда он жрет, когда он есть. То бишь, здесь все понятно. Такие дела. Так что, наверное, так. Сейчас ребята приедут. Почеферим тут, посидим еще полчасика. Они тут возле костра посушиться хотят. Там что-то, я не знаю, там что-то с мотором, там вроде как с этим, с контролькой. Ну и, короче, типа, забираем тебя или не забираем. Ну, я, наверное, поеду, что. А что делать? Чтобы потом уже не конетелиться. Ну и подъем в 6 утра и сборы. Как-то так. В большей степени, как бы, если понятно бы, ну, были бы редкие какие-то поклевки, да, там, то я бы, конечно, остался. Я бы дотерпел, дрова есть. Я бы досидел вообще в легкую, не привыкать. Но когда столько рыбы поймано уже, мне кажется, уже не надо. Там вполне хорошо налима. Нажарим. Ух, вкуснятина, ребята. Жареная — это просто вышка. Прелесть. Короче, жду мужиков. Вон мотор гудит. И ну, посидим тут еще часик, наверное. Я потом перезаряжу все, ребята, и, наверное, поедем на избенку. Опять поклевка.
Сколько я уже отпустил этих налимчиков, ребята, эта труба. У меня камера не включается. Я уже так прохожу. Мужики, я, да. Короче, что-то звенит там опять. Жесть. Вот места, конечно. А тут места, ребята, пушка просто. Такие места, блин, на лиме прям вообще. Вырубай, 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 вырубай. А, вырубать? Да, вообще все вырубай. Так, Всё. так лучше, да? Больше видно, конечно. Это заблуждение, что, блядь, с фонарем что-то там видно. Вот я вот все вижу, нахуй. Не, у нас эти, да, еще. Да, нормально. блядь, вообще светло, как фонарь, нахуй. Она сейчас уже не светит, она вот светила мы, когда, блядь, с Лехой сюда к тебе ехали. Вот она светила, ебать, было светло-светло, блядь. Она, видать, из-за туч вышла, блядь. Все, такая будочка. Расстилаемся, в общем, завтра все покажу. Устали капитально. Все, достаю спальник. Туда-сюда. Это убираем. Это закрываем. По центру падаешь? Да? Нет, я могу с краю уебать. У меня тут все в своем, понял. Налей мне набор. Под любой это я могу завалиться. В лодке бывает сплю даже, представляешь? В лодке? Да. У меня как бы дно там, лодка ПНД у меня. Тоже его коврик там стелится. И вот в лодке стелю и ложусь. Подушка у меня есть маленькая. О, пускай греется. Опа, пускай греется. Спальник, и все нормально. Ну как минимум, чтобы, блядь, внутрь залазила, там овчина. Блядь, сука, слышь, у нас здесь обычно овчинные тулупы, короче, были, пацаны, видать, позабирали. Вот тема, ебать, Ну этим да. тулупом укрывали. У меня сейчас висит дома в сарае, я хотел сегодня взять его, но потом думаю, нахуй, назад мне будет его в лом везти, я его здесь оставлю, нахуй. Лучше я его весной сюда привезу, нахуй. У меня висит, Леха, я нашел, нахуй, тулуп батин, блядь, овчинный, блядь, висит в сарае, оказывается, я вон сегодня заходил, видел. Так что я привезу его сюда весной, нахуй. Ой, им укрываешься, все, нахуй. Все, блядь, мерзнут, нахуй, блядь, перекинь. А тебе похуй, вообще, блядь. Так похую, блядь. Да, Жара, нахуй. сначала было, блядь, их 4, нахуй. 4 их тут было. Друзья, доброе утро. В общем, время у нас 4:50. Будильник так-то на 5:30 стоит. Ну, короче, душегубка, Леха там как не в себя что-то топит. Ох,
Где-то полвторого легли, наверное. Хорошо так, спальничек, нырк-нырк. Просыпаюсь от того, что жарень стоит невозможно вообще. Я не могу жару вот эту выносить вообще никак. Вот этот некомфорт, вот эта душегубка, печка никак не регулируется. И знаете, вот это такое себе. Я ночевал в таких избах, это просто жесть. Это голова болит, потому что жара как в бане. Почему вот так банька-то ее прозывают, бывает? Не избушка, а банька. Потому что как в бане жара. У нее некомфортная температура, сухой воздух, дышать невозможно. А печка прогорает и становится холодно. В общем, ну, такое себе, знаете, ну, отоспаться такой в избушке, но я не знаю. Тут все, ну, нужно делать грамотную печку, точнее заслонку, когда тяга регулируется, чтобы закидать полную печку и поставить на шайку, чтобы дрова тлели, в избушке было тепло и как бы комфортная температура, и дров хватало на дольше, в общем, чтобы можно было поспать. Ну, это не мне говорить, я в палаточном режиме уже давно и знаю, что такое, ребят, палатка, знаю, как спать в ней, как реально, ну, топить ее, потому что, блин, ну, вот так это просто мучение. В 3 часа я проснулся, валялся. Все, не выдержал, короче, пошел на улицу на свежий воздух. И, в общем, 5:30 подъем, а Лехе утром уже на работу надо в деревню спускаться. И быстро надо донки собрать, как бы, и домой. Я думаю, пораньше встану, хоть пюреху заварим, позавтракаем, а то вчера на бутербродах, на чае горячего ничего вчера даже не ели. Бегом, я что-то хотел там что-то заварить, это дождь, это не дождь, думаю, нафиг. У меня было все, вот походная посуда моя, вот кемпингская, как раз на одного. Сначала тут поискал у ребят котелки, не котелки, думаю, ладно, не буду там в избе шарудить, пускай пацаны спят. В общем, короче, часик я только покемарил, ребятки. Вот, и то как бы так. А сейчас печка уже вроде подостывает, а уснуть уже не смогу. Точнее, могу уснуть, уже подъем скоро. Пацаны там похрапывают, нормально. Ну ничего, да ладно. Часик морнул, и то уже хорошо. Вот. Так что вот такие дела, ребята. Ну или в таких печках вот, если вот прям реально она жарит, ну нет тяги, точнее тяга есть бешеная. Там вроде как бы и заслонка есть, но дверца уже не плотно. Там дырки, там дырочки, и в общем воздух сосет, и тяга бешеная. То в таких случаях, ребят, надо топить ночью перемешку с сырыми дровами. В общем, вот протопил сухими, угольки есть, закидал сырыми, сверху там сухую закинул, и все, и вот потихоньку дрова тлеют, сохнут, прогорают, сгораются, в общем, они как бы и тепло как бы отдают, и соответственно и не так жарко, в общем. Ну, такие дела. Просто вот так, если, допустим, ехать, поскольку там надолго, то вот так, как бы, блин, ну это вообще жесть. Или, не знаю, Леха так топит. Все раскрыты, валяются, я не знаю. Это просто вот это самое, что я не люблю, это жара вот именно в такой хрени. Голова раскалывается, и так, как будто не спавший. Хочешь отдохнуть, а тут вот, ну, просто сухой воздух, вот горячий сухой воздух, ну это жесть. Так что я вот это не знаю, как, ребята, как говорится, жарко стиль не ломит, но у меня вот не знаю. Я вот летом тоже спать, вот это я не знаю, это все, это для меня трагедия просто. Я люблю, чтобы было прохладно, даже не тепло, а вот так менее прохладненько, чтобы можно было укрыться спальничком, как бы, и свежо, как бы, да, и вот, и ты вроде как укрываешься, и тебе комфортно. Вот это я понимаю. Ну, каждому свое, короче. Ладно. Переночевали. Точнее, вот заехали, вот такой тут кордончик, беседка. Вот навес. Лампу вот повесил. Как бы. Ну вот тут ребята двигаются. Охотятся, рыбачат. Хорошие места, края. Хорошие, рыбные. Ой, дичь вроде тоже есть.
Так что интересные места. Красивые. Красота, в общем. Избушка такая дощатая, в общем. Как типа как балаганчик. Ну, как минимум, можно переночевать даже зимой. Сейчас пацаны проснутся, а у меня уже завтрак готов. Потому что точнее уже сегодня я говорю, утром встанем, позавтракаем, поедем. А чё, говорит, быстро-быстро, говорит, надо туда-сюда. Ну тоже вот так, да. С одной стороны, как бы вот вроде как все понятно. А вот быстро-быстро, вот когда ко времени спешишь куда-то, тоже такое себе, конечно, надо думать, вот так быстро-быстро. Ну да ладно, в общем. Мне понравилось все. Классно. Там, наверное, что-то сидит, наверное, на миножку. Огонь. Сейчас наведу тут, пацанов буду будить. Скажу, подъем, рота. Так, ребят, ну чё, в принципе, подрассвело. Все, банда в сборе. На реке такой штиль классный. Вообще. Что, едем за донками снимать. Вот такая красота, ребят, смотрите. Здесь избушка прям рядом. Вообще прелесть. Вот такие еще сумеречно, но сейчас пока доберемся, как раз уже рассветет. А вдруг там какой-нибудь висит еще. А миногу должен, наверное, скорее всего. 7 час, смотри, темно еще, да? 7 уже? Да, 15 минут. Но Ну 6:20, так я и говорил, нахуй светает. Не темно уже? Че темно-то? ну, я имею в виду. Сейчас уже вот нахуй рыба, бля, утренняя активизировалась. Да. Налим уже ушел. Вот расчет только на то, что он там нашел свои донки, блядь. Ну навряд ли Налим. У Налима вот выход был. Нету такого, что он долго ходит всю ночь, понимаешь? Да. Вот выход у него есть, нахуй, небольшой, и все. Да даже вот Костян ловит тоже там у себя. Он приходит, нахуй, раз, ну, темнеть начало, нахуй, хоп-хоп, Налим поклевал, час, другой, все, нахуй. Да. Бац, нахуй, все перестал клевать на это, на контачку. Так, ребятки, добрались, что все вроде на месте, не утащили. Не уперло у нас. Костер еще горит, офигеть. 5 часов, 5:30 нас не было. Так, первая пустая. А миногу заряжал. Первая пустая. Немного живая, не пожеванная. Пожевана. Пожеванная. Да, кто-то выплюнул. Кто-то ударял вон голову. Сейчас нахуй окунь может, кстати, выйти. А вот тут Налим, походу, ребятки. Видел, да? Гнул. Он гнул. Да? Да. Че, берем? Да, он шаг. О, Там неплохой, слушай, сидит. Опа. Да? Сход. А? Сход. Пошел. Хороший был. Да ты что?
Просто оп, паровоз и все. И отрыв. Выплюнул на. Ё-моё, понял. Хорошая рыба была. Так видно было, как качает, е-мое. Порвал. Обрыв. А нет, все нормально. Блин, ты понял? Ё-моё. Все четко здесь. Маловат крючишка, значит, оказался. Ну, рыба хорошая была. Просто бац и все, трык. На миногу тоже стояла, да? Все полностью минуга. Блин, а? Ё-моё. Тут хорошая рыба была. Да, четко, четко. Да, да, да. Тут что-то тоже непонятно, смотри. Катушка у тебя здесь вообще Морская. Она, кстати, на море была, видишь, даже от соли. Пацаны подгоняли меня. 6000-я. Есть. Не дергай так, не дергай. Ну я секунду. Сидит. Ага. Видишь, блин. Вот тут этот приямок, вот этот интересно, видишь, блин. У тебя крючки, что за крючки? А, уже не помню. Что ты его овнером не пользуешься? Блядь, самые лучшие крючки, которые я когда-либо вообще. Ой, заглотил, наверное. Смотри, какой цвет у него, блядь. Так его, да его кто-то жрал, блин, смотри. Да ладно. Ага. Кто, шипарь, что ли? Нет, никто его не жрал. Вон. У него цвет такой. Не, вон, вон. А, тоже точно кто-то ёбнул его. Ира там зуб видал, блядь. А, судак, наверное. У него эти клыки. Бедолагу, смотри, весь хвост все ободрал. Судак пытался его, наверное, заглотить. А для какого размера должен быть судак? Вот опять правило о двух донах, ребята. Вот частенько я раньше, когда ходил, вот у меня были такие же моменты. Налей мне тропа, не налей мне тропа. Вот. Но раньше вот такие рыбалки-то были. Как бы звенит, бегаешь, носишься. Одна-две работает. А тут вот прям как-то так. И опять сейчас с утра вот. Ну что-то рыба была крупная. Ну, сдернул. Ну я что-то посеканул, думаю, сюда подсекаю еще. Ну что, спасибо местечку, я бы сказал. Шикарная рыбалка. Оторвался от души. Бонус 3,255 налим. Отличный. А вот парни грузятся, я вот до той донки иду и за вещами и домой. Ах, хрен знает, ребята, может я сюда приеду еще. Все возможно. Будем смотреть по погоде. Погода будет позволять. Рванем по налиму. Мест тут много. Красота вообще. И налим есть. Его можно долбить здесь.